3, 4. Раз, протанцовывай на ноге, на ноге, на ноге. Еще больше. Бясконца можна глядзець на тое, як гарыць агонь, цячэ вада і як філігранна танчаць дзеці, у якіх аточаны кожны рух. Яраслаў і Вера займаюцца спартыўнымі танцамі ўжо 6 гадоў, а ў пары другі год. За гэты невялікі перыяд сумеснай працы юныя гамяльчане сталі неаднаразовымі пераможцамі міжнародных чэмпіянатаў. Мне танцы нравятся, они очень красивые и спортивные. Они дают мне выносливость и больше сил. Меня в первую очередь вдохновляют мои тренера и родители, потому что это главная моральная поддержка для меня. А я восхищаюсь очень многими танцорами. В будущем я, когда стану взрослой, я продолжу заниматься танцами и буду прославлять Беларусь. А я в будущем продолжу заниматься танцами, и я в дальнейшем хочу стать чемпионом мира и открыть свой клуб. Ча-ча-ча, румба, джайв, пасадобль, самба, вальс, танга. Можна пералічваць яшчэ доўга. Гэтым дзецям усё пад сілу. Штодзённыя трэніроўкі з адпрацоўкай рухаў па некалькі гадзін – усё гэта толькі ў радасць юным талентам. Трэнеры упэўненыя, каб зрабіць танцора чэмпіёна, трэба жаданне, а яшчэ працавітасць, стараннасць і, вядома, талент. Во-первых, это строгий график танцора, так как ребенок должен успевать и в школе, и на танцах, и дома. Очень важно, чтобы дети могли еще и отдохнуть, чтобы мышцы могли восстановиться. Во-вторых, очень важно прорабатывать каждое движение медленно, потому что в любом виде спорта очень важно любые мелочи. В-третьих, я бы, наверное, сказал бы, что очень грамотно нужно подобрать тренера в этом виде спорта. Над этой парой работали многие специалисты. Такой специалист, как Дмитрий Мелехин из города Москвы, Дмитрий Синько, город Гомель, Павел Ярцев, город Гомель. Они работали над европейской программой. Также над латиноамериканской программой работал Геннадий Цинкевич. Вера і Яраслаў сталі першымі ў еўрапейскай праграме ў катэгорыі да 10 гадоў. Таксама юныя танцоры заваявалі 2 бронзы ў катэгорыі да 12 гадоў па еўрапейскай праграме і 4-е месца па латиноамериканскай. Побач з дзецьмі заўсёды бацькі. Без іх падтрымкі не абысціся. Наши ребята – многочисленные чемпионы чемпионатов и первенств Республики Беларусь. И по совету наших тренеров, федерации, мы решили попробовать свои силы дальше на таких масштабах. Этот турнир считается самым престижным у танцоров. И наши ребята уже в 9 лет себя попробовали. Это здорово. Они приехали с огромным опытом, набрались эмоций, впечатлений. И сейчас двигаются дальше, не останавливаются на достигнутом. Абсолютно несложно быть мамой спортсмена-чемпиона, потому что когда ты живешь всей семьей танцами, мама, папа, дедушка, бабушка, абсолютно все друзья в этом процессе находятся, то это доставляет радость, получаешь удовольствие от процесса, собираешь спортсмена на соревнования, это и сбор костюмов, обязательно ничего не забыть, булавки, файлики, подготовить все костюмы, туфли несколько пар. На всякий случай. Самое главное в воспитании ребенка-спортсмена – это дисциплина в тренировочном процессе и во всем процессе в целом. Пара ўжо змагалася з наймацнейшымі танцорамі свету, але наперадзе яшчэ шмат працы. Аднак спартсмены упэўненыя ва ўласных сілах і гатовы пакараць новыя гарызонты. Ганна Кустачова, Сергей Калацэй, тэлерадыёкампанія «Гомель».